утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24». На календаре у нас четверг, 29 июля. И это утро с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Друзья, сегодня в нашем эфире вы узнаете, как можно распознать таланты у ребенка. Также мы посмотрим, как линчане облагораживают свой город и какие премьеры готовят кинотеатры в эти выходные. Ну а также у нас будут даты и события, много всего интересного. Кстати, прежде чем мы расскажем вам, что вам сегодня нужно будет фотографировать и отправлять на наш WhatsApp номер, давайте посмотрим на фотографию, которую буквально вчера нам прислали. И, кстати, прислали не из Якутска, даже не из Якутии, а из Нижнего Новгорода. Это вид из окна на Нижегородский Кремль. Вот, я думаю, что Очень приятно, что наша программа, она открывает, стирает границы, и наши земляки смотрят, даже находясь в другом городе, смотрят нашу программу. Да, и пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что у нас есть приложение, называется оно НВК Саха, и там в прямом эфире вы можете увидеть на своем смартфоне также прямые эфиры наших телеканалов. Мы работаем в прямом эфире, так что отправляйте на номер WhatsApp 8 914 273 44 88 свои пожелания. Делитесь планами на эти выходные. Сегодня мы предлагаем вам следующий интерактив. Отправляйте фотографии своих цветов на подоконнике. Давайте вместе, всей республикой создавать отличное настроение, делиться им друг с другом. Фотографируйте цветы у вас за окном, на подоконнике, на балконе, а может быть по дороге на работу. Отправляйте свои красивые картинки, и мы обязательно будем их показывать. Лето у нас короткое, так что давайте наслаждаться каждым днем. Также мы напоминаем, что у нас есть страничка в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте прогнозы, анонсы предыдущих программ. Ну а прогноз погоды мы узнаем прямо сейчас. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 9-14 градусов. В заречной группе Улусов от 10 до 14. В южных сегодня прохладно, в Алдане плюс 9 градусов, в Нерюнгри чуть теплее, 13 градусов со знаком плюс. В Вилюйской группе от 10 до 14 градусов, в Нижнеленских 13. В западных от 15 до 17 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе Улусов сегодня прохладно, в Среднеколымске и Черском. В 6 часов утра столбик термометра здесь показал 3 градуса со знаком плюс. Наиболее теплая сегодня погода в Усть-Нере 10 градусов, в Вянских от 4 до 8, на северо-западе от 9 до 17 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 13 градусов, выше 0, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный дует со скоростью 3 метра в секунду. В течение дня без осадков, ветер северный подует с порывами от 5 до 10 метров в секунду, днем 22-24 градуса со знаком плюс. Ну что, дорогие друзья, далее у нас самые свежие и актуальные новости на этот час вместе с новостным обозревателем Сергеем Михедовым. Якутия, доброе утро. Вашему вниманию небольшой блок новостей. Цифровой сервис для пострадавших от паводков и лесных пожаров заработает в России в следующем году. Через него можно будет оперативно оформить документы для возмещения ущерба, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Подробностей о том, как именно будет работать сервис, пока нет. Сейчас за утраченное имущество положена компенсация до 100 тысяч рублей на человека. Оформить выплату можно в ближайшем отделе соцзащиты. ЗАГС сможет регистрировать браки на дому и в медучреждениях. Процедура будет проходить так же, как и в помещении органа ЗАГС. Минюст подписал приказ о внесении изменений в административный регламент по регистрации актов гражданского состояния. ЗАГС сможет при особых обстоятельствах регистрировать браки на дому и в медицинских учреждениях, говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.
Врач рассказала о правильном рационе питания для переболевших ковид. По словам врача-эндокринолога Юргиты Вараевой, на каждый килограмм массы тела в сутки должно приходиться по 20-30 килокалорий с учетом тяжести состояния и изначальной массы тела. Врач советует съедать в день минимум 3-4 порции продуктов из следующего списка: молоко, кисломолочная продукция, йогурт, творог, рыба, яйца, птица, мясо, бобы, фасоль и продукты из сои. Ростуризм продлил продажи путевок по программе туристического кэшбэка до конца августа. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Дагузова. Таким образом, у граждан есть еще месяц, чтобы спланировать осенние поездки. Всего, по ее словам, программой с момента ее запуска воспользовались более 2 миллионов человек. Первый онлайн-фестиваль «Путешествие как стиль жизни» пройдет в Якутии на платформе Zoom 29 и 30 июля. В течение 2 дней известные путешественники поделятся с желающими полезными советами и лайфхаками. Фестиваль собрал уникальный опыт путешествий разных людей под одной крышей, чтобы познакомить с ним других и вдохновить на собственные истории. Это не лекции и не истории успеха. Жизнь как она есть и много советов, говорится в сообщении организаторов. К этой минуте у меня все. Увидимся чуть позже. Кстати, Руслан, у меня вот такой вопрос. Ты любишь математику? Ну, вообще я в школе учился в классе с математическим уклоном, и вот прям до сих пор жду, когда мне пригодятся в жизни интегралы. На И самом деле. по-прежнему не пригодились? Пока нет. Ну, очень жаль. Ну, я думаю, у тебя все получится. А вообще на сегодняшний день, сегодня сложнейшие задачи по математике, физике, информатике в эти дни решают более 250 участников из 7 стран мира на 28-й международной олимпиаде Туймада. Работа участников в этом году олимпиады проходит в виртуальном формате. Оценивают их более 30 членов жюри. И сегодня гость нашей студии, кандидат физико-математических наук, доцент Санкт-Петербургского университета Константин Кохась. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Константин Петрович, скажите, математика все-таки это навык или дар? И как можно вот распознать в ребенке математические способности? Ну, как вам сказать, навык и дар? Просто одно из увлечений, которое можно развить, и которое оказывается чрезвычайно плодотворным. Шахматы – это навык или дар. Если вы начинаете этим заниматься, оказывается, что очень красиво, сложно, интересно, и, в общем-то, ну, можно долго этим заниматься. Так что просто одна из форм человеческой активности, я бы так сказал. Но все-таки вот у детей, наверное, бывает, то есть у кого-то более гуманитарные способности, да, у кого-то вот более математические. Вот как-то есть какие-то признаки, как можно вот в ребенке, например, сказать, вот он, наверное, будет любить математику. Вы знаете, в некотором смысле все люди математики, просто наш подход, так сказать, к воспитанию ребенка не всегда это чувствуется. Когда ребенок проявляет любопытство, когда он начинает что-то фантазировать и вдумывать, это потенциально математик. Ну, а такое, в общем, каждый ребенок способен. Фантазировать – это все-таки математика, это не творчество? Математика, конечно, прежде всего фантазии, да, это способность как-то выйти за рамки чего-то, увидеть что-то необычное. В очень узком обычно таком вот кругу идей, но тем не менее это обязательное условие для математика. А лично для вас математика что это? Ну, понимаете, я в этой среде, так сказать, с детства тоже, да, у меня мама была учительницей математики, может быть, она это меня мотивировала к этому. Так что это, ну вот, тоже такая вот привычная сфера, где много моих друзей, много, так сказать, коллег, так сказать, такой часть мира в некотором смысле для меня математика. Ну, давайте перейдем уже к Олимпиаде. Международная Олимпиада Туймада проходит уже в 28-й раз. А скажите, вот нынешние школьники, они решают те же задачи или все-таки задачи уже становятся все сложнее с каждым годом, на ваш взгляд? Ну, во-первых, насчет слов «те же», это авторское, так сказать, авторский такой подход. Это задачи буквально чуть ли многим специально придуманы для этой Олимпиады, то есть есть ряд таких вот в музыке композиторов, в математике это тоже часто называют композитор задачи, люди, которые вот придумывают очень интересные сюжеты и задачи. Так что каждый раз задачи очень новые, но сложность задач, да, она такая достаточно преемственная, как-то такой стабильный уровень, потому что мы ориентируемся на уровень сложности международной Олимпиады, и в этом смысле это, ну, это высокий уровень.
То есть, Это если- больше практически или теоретически? Нет, нет, задачи совершенно Задачи. теоретические. То есть вот если, так сказать, школьники пишут, допустим, какие-то школьный тур или там вот Олимпиада, региональный тур, это в таком же ключе, это какие-то такие вопросы, ну, достаточно специальные и для неподготовленного слушателя, может быть, несколько странно звучащие, но традиционный такой стиль задач. Да. Мгм. Вот вы оцениваете работу участников. Что вас удивляет, а что огорчает? Бывает удивление или бывает Ну, огорчение? удивление бывает то, что люди находят иногда совершенно удивительные связи. То есть вот да, сейчас на меня произвело впечатление, как ни странно, ошибка одного из участников. Он написал неправильное решение. Оно неправильное, но очень красивое. Вот так вот неожиданно понять ситуацию. И, к сожалению, вот не обратить внимание, что вот это понимание чуть-чуть не соответствует условию. И как тогда поступить ее, как тогда оценивать? Но, к эту сожалению, работу? никак. Всё-таки Ошибка это- есть ошибка. Конечно, да? да. Ракета либо взлетит, либо не взлетит. Это уж как-то. Вы как преподаватель, что скажете об интересе современной молодежи именно к математике и вообще ко всей этой науке? Вы знаете, так получается, что я тут не могу дать объективного суждения, потому что я нахожусь в том месте, где вокруг меня все интересуются. То есть у меня и студенты весьма хороши, и со школьниками на олимпиадах, так сказать, с мотивированными приходится иметь дело. Вот, поэтому, так сказать, я не вижу тех, кто... Может от быть, какая-то математики- тенденция у вас есть там в течение времени, вы наблюдаете там наплывы тех же самых студентов большего количества или меньшего? От чего это может зависеть? Понимаете, какая штука? Можно ругать там так или иначе наше образование, быть недовольными программами, но так получается, что вот некий такой вот уровень какого-то определенного количества одаренных или просто интересующихся школьников, оно производит. И так или иначе они оказываются где-то вот и в университете, где я работаю, и вот на этих олимпиадах. Поэтому с этой стороны проблемы математического образования, они есть, их много, они совершенно незаметны. Скажите, а вот сейчас на слуху новые вот такие, как можно сказать, понятия, да? Например, большие данные, да, big data, или, не знаю, блокчейн тот же самый, да? Вот практическое применение математики, оно как-то увеличилось, больше входит в нашу жизнь, вот, на ваш взгляд? И да, и нет. Понимаете, вот то, что вы сказали, в некотором смысле означает, что сейчас люди получают возможность вместо того, чтобы думать, они получают возможность считать. Вот, понимаете, big data и все такое. Вы вместо того, чтобы создавать математическую модель и как-то прорываться вот со стороны таких вот логических рассуждений, вы можете взять суперкомпьютер и что-то вычислить. В этом смысле, значит, вот у математики появился сильный конкурент в науке. То есть суперкомпьютер? Просто возможность, да, ну да, условно говоря, суперкомпьютер. Возможность что-то вычислить там, где раньше человек мог только думать. Но человек, который думает, это все-таки вот, когда вы абстрактно анализируете ситуацию, вы все-таки имеете какое-то преимущество, которое компьютером пока не ухватывается. А в каких ситуациях человек слабее компьютера? Скорость обрабатывания Обычная данных? обработка данных, наверное. Ну, обработка данных, вы знаете, вот раз уж мы по поводу Олимпиады здесь с вами встретились, появился просто вот теперь класс задач, которые просто бесполезно давать на Олимпиаду, неинтересно. Раньше было очень модно. Найдите четырехзначное число, у которого цифры вот что-то там, найдите там какое-нибудь, сколько бывает чего-нибудь. Многие из этих задач с появлением компьютера, ну не то чтобы умерли, если вы их пытаетесь решить, это все равно интересные и какие-то такие развивающие задачи, но это для компьютера задача. Он найдет вам за секунду, и вы при этом ни на секунду мозг не включите, чтобы что-то, так сказать, самим поучаствовать. Просто напишите какой-нибудь простенький текст программки и мгновенно. То есть Ну, больше как прикладное получается, Да. помощь. А скажите, вот если говорить о математическом образовании в стране, то каких вот ориентиров, на ваш взгляд, нужно сейчас придерживаться? Какие-то направления? знаете, это долгий обстоятельный разговор должен быть про образование, но мне кажется, основная проблема математического образования – это то, что учитель не может заинтересовать массового школьника заниматься математикой. Вот здесь нужно искать какой-то выход. Потому что человек, который занимается сам с интересом, ну, у него будет прогресс. А если как-то все из-под палки, да еще с возможностью подсмотреть и списать в интернете, то это... Говорят, что силой мысли можно накачать даже себе мышцы. Вот скажите, математики, они любят заниматься спортом? Делают утреннюю Знаете, зарядку? математики, они нормальные люди обычно. То есть там бывают и такие, да. В том числе и у меня неплохие спортивные ребята.
Ну, Константин Петрович, мы вас благодарим за то, что сегодня пришли к нам в гости, рассказали про математику. Ну, а вопрос про утреннюю зарядку был, потому что сейчас у нас, дорогие друзья, будет утренняя зарядка на нашем канале в эфире «Утро Якутии». Давайте взбодримся, впереди отличный рабочий день. Здравствуйте, меня зовут Павлова Евгения, я старший тренер клуба «Бриллианты Туймады». Сегодня мы покажем вам разминку, а вы сможете повторить ее дома. В этом нам помогут воспитанницы клуба «Бриллианты Туймады». Давайте начнем. Приготовились. Ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклоны головы. Можно вперед. И раз, назад 2. В сторону 3 и 4. И вперед 5 и 6. И 7 и 8. Круговые. Раз, 2, 3, 4. В другую сторону. И 5 и 6 и 7 и 8. Хорошо. Плечи. И раз, круговые. 2 и 3 и 4, другая 5 и 6 и 7 и 8, 2, раз и 2 и 3 и 4 и 5, 6 и 7 и 8. Хорошо. Волны к себе можно. И раз, и 2, и 3, пластичнее 4, еще 5, и 6, и 7, и 8, наклон вперед, и раз, прогнулись назад, 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Хорошо, пружинка. Готовы, ручки в замок. Можно и раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мельница, и раз, и 2, и 3, ручки тянем, 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Хорошо, выросли. 3, 4, ножки вытянули, ручки поставили сзади, лопатки собрали, подбородок выше. Ножки на себя натянули, раз, стопочки пошли, 2 вперед, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Держим на себя стопочки, раз, 2, пяточки отрываем от пола, 4, 5, стараемся, 6 и 7, натянули стопочки, 8. Хорошо, волны, ручки в стороны. Готовы. И раз в складочку, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8. Сложили складочку. Расслабляем под коленкой на правую ножку. Растягиваем переднюю поверхность бедра. Сидим раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, сошли, 8, другая ножка, 3, переход, 4, и раз, 2, 3, 4 на расслабление, 5, 6 расслабляемся, 7, 8, встали, 3, 4. Делайте эти упражнения по мере своих возможностей, они вам помогут взбодриться и поднимут вам настроение. Спасибо. А мы продолжаем наш эфир. Друзья, очень приятно, что вы просыпаетесь вместе с нами участвуете в наших интерактивах. По номеру WhatsApp мы сегодня предлагаем вам отправить фотографии либо видов своих балконов, либо свои подоконники, в общем, красивые цветы или цветы по дороге на работу. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. И уже пошел отклик от наших горожан. Да, итак, первая фотография у нас, хотя она и без цветов, но очень красивый вид на озеро Сайсара. Мы предлагаем вам посмотреть. Сейчас вы видите на своих экранах. Дыма нету, погода очень хорошая, и на самом деле, вот когда ты ходишь по этим самым перекресткам, то есть ты особо всей картины полной даже не замечаешь. А вот когда человек и ракурс подобрал, и свет выстроил, ну какая красота. А вот эти вот прекрасные цветы на подоконнике вот действительно радуют глаз. С видом на площадь Победы, очень красивые.
Спасибо большое, что вы участвуете. Отправляйте еще фотографии также не только из города Якутска, можете из других городов, поселков нашей республики. Ну и, конечно, мы продолжаем наш эфир. Только что мы разговаривали с нашим гостем о том, как выявить математические способности у ребенка для того, чтобы их в дальнейшем развить. А в Доме музыканта педагоги помогают развить способности музыкальные. Внимание, следующий сюжет. Если во времена моего детства занятия музыкой ограничивались скрипкой или фортепиано, то нынешней молодежи повезло раз в 100 больше. Гитары, барабаны, бас-гитары, все что угодно, вокал. И, возможно, именно здесь, именно в этом месте сейчас играет будущий Джимми Хендрикс или будущий Ларс Ульрих. Школа современной музыки «Дом музыкантов» существует в столице уже 3 года. Сюда приходят дети, подростки и даже взрослые, чтобы овладеть навыками игры на музыкальных инструментах и попробовать себя в качестве рок-музыканта в полноценной группе. Эти 3 года через нас прошло более 1000 учеников. Мы создали более 100 ученических ансамблей. Ансамбли – это отдельное важное направление, на которое мы делаем упор, акцент. То есть мы не только обучаем игре на разных музыкальных инструментах, но и создаем группы, даем возможность репетировать, занимаемся организацией мероприятий. По преподаванию открыты следующие направления. Это вокал, гитара, бас-гитара, ударные, фортепиано и хомус. В принципе, еще вот мы сейчас пробуем направление звукорежиссуры. Ансамбли по понятным причинам из-за пандемии сейчас не сильно актуальны, хотя мы в будущем надеемся, что, может быть, с осени получится их как-то открыть, начать снова ребятам репетировать. Ангелина Реброва долгое время занималась игрой на фортепиано в детской школе искусств. Но со временем, кроме произведений классических композиторов, ей захотелось играть и современную музыку. И развивать свое мастерство она пришла в Дом музыкантов. Мне нравится здесь клево. Здесь можно развиваться в разных областях, не только в классической музыке. Да, это место такое универсальное, где можно собираться с друзьями, не только просто посидеть, покушать, как в торговых центрах, а еще и развиваться в музыке, играть то, что, например, любимые песни. Например, у меня есть любимая песня «The Less I Know The Better», мы играем в группе эту, разбираем точнее. Бас-гитарист Михаил Лыткин впервые переступил порог Дома музыкантов в 2016 году, когда мама привела его в летний лагерь. С тех пор, как только есть возможность, Михаил берет в руки любимый бас и практикуется. Бас-гитару я выбрал, потому что у меня уже была гитара, и мне было не очень интересно. Барабаны я считал слишком сложными, и пианино то же самое. Ну, еще бас, он звучал как мой голос, довольно низкий. Занятия в Доме музыкантов проводят профессионалы. Музыканты, играющие в якутских группах, выпускники Высшей школы музыки и музыкального училища. Одним из самых востребованных направлений является вокал, ведь какой может быть рок-коллектив без вокалиста? Именно такое амплуа выбрала для себя Люция Васильева. Я сидела с гитарой, было так сильно хорошо. Я начала петь, 3 года, наверное, назад, и мне всегда хотелось попробовать позаниматься прям профессионально с хорошим учителем. И, я наткнулась на рекламу, как всегда, позвонила, посетила в первый раз урок вокала и просто влюбилась в это занятие. Мне очень понравилось. Дом музыкантов помог мне найти других музыкантов. И, мы создали группу. Вообще, мне бы хотелось, наверное, всю жизнь этим заниматься, потому что мне очень сильно нравится. Нередко родители, которые привели в Дом музыкантов своих детей, сами проникаются атмосферой и начинают посещать занятия. Есть несколько примеров, когда в школе создавались ансамбли, в которых играет 42-летний папа и его 12-летняя дочь. Сейчас все воспитанники Дома музыкантов ждут того момента, когда им снова разрешат выступать на публике и показать зрителям все, чему они научились. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск.
Дорогие друзья, ну, я думаю, занятие музыкой для многих из этих детишек, если не продолжатся в профессии, то в любом случае станут любимым хобби по жизни. Ну а в следующей нашей рубрике «Моя профессия» мы расскажем о такой довольно новой сейчас специальности, как оператор ЧПУ. Оператор ЧПУ. Оператор с числовым программным управлением. Я учился в Новосибирске 2 года 6 месяцев. Буквально сразу же после школы. Там же я устроился на работу, отработал 3 года и вернулся сюда. Сейчас я работаю в компании «Уран Машинс». Также по специальности оператор ЧПУ. Большинство станков с ЧПУ могут изготовить такие детали, которые не может человек изготовить сам. Допустим, вырезать какую-нибудь деталь размером миллиметр в миллиметр. Человек не сможет вырезать так точно, как это сделает компьютер. Очень высокая точность. То есть руками навряд ли ты этого добьешься. А на станке очень легко. Даже опытные операторы, у которых там стаж по 10, по 11 лет, они все равно учатся, потому что оборудование постоянно обновляется, станки появляются все новее и новее и новее, и поэтому приходится постоянно учиться. За границей станки с ЧПУ есть уже с 90-х годов. Поэтому для нас, в принципе, в нашей республике это профессия новая, еще, так сказать, не объезженная, свежая. Я так думаю, что ты хочешь сказать, что сегодня Международный день помады? Кстати, да. Между прочим, я об этом узнала абсолютно недавно из рассылок СМС и также на имейл. Ну, вот, я думаю, что даже в эти дни, в день помады, предлагают дополнительные какие-то скидки на вот это вот средство косметики. Ну, очень интересно. Я, кстати, слышал, что по форме помады можно узнать характер девушки. Вот что ты можешь сказать обо мне? Слушай, ну, я не разбираюсь в этом особо, да? Я думаю, что можно будет погуглить, посмотреть, какая форма помады что означает. Но, тем не менее, какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте посмотрим в нашем следующем сюжете. На календаре 29 июля. Сегодня отмечают День стажера, День поворачивания налево, День помады и День лазаньи. Сегодня отмечают Международный день тигра. Цель праздника – обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. По народному календарю в эту дату чтут память священномученика Афиногена Педахфойского, епископа и его 10 учеников. В этот день не рекомендуется ходить в лес, иначе можно встретить нечистую силу. Частые густые туманы предвещают хороший урожай грибов. В этот день, в 1836 году, в Париже на площади Звезды торжественно открылась Триумфальная арка. В 1936 году было выпущено постановление ЦИК о положении звания Героя Советского Союза. В 1942 году указом Президиума Верховного Совета СССР учреждены ордена Суворова 3 степеней, Кутузова 2 степеней и орден Александра Невского. В 1971 году аппарат «Пионер-11» сделал снимки Сатурна и его колец. В 1974 году по приказу председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова создана группа «Альфа» для борьбы с терроризмом. В 1990 году город Калинин переименован в Тверь. В этот день родились Иван Айвазовский, русский живописец-маринист, коллекционер и меценат. Лара Боу, американская актриса, звезда немого кино, наибольшую известность получившая благодаря фильмам «Пластмассовый век», «Капкан для мужчин», «Назови ее дикой», «Крылья» и другие. В 1954 году родился Игорь Крутой, советский и российский композитор, певец, продюсер, пианист, народный артист России, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист Украины. Именины сегодня отмечают Ян, Яков, Федор, Теодор, Петр, Павел, Иван, Юлия, Матрена, Джулия, Валентина и Алевтина. Ну что, друзья, напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. У нас пришло поздравление на наш WhatsApp номер.
Заведующую историко-этнографического музея село Ой-Сурдах Среднеколымского улуса Юлию Борисовну Третьякову сердечно поздравляем с 50-летним юбилеем. Желаем крепкого здоровья, успехов во всем, благополучия, богатства. С уважением, муж, дети, внуки, зятья, мама и все близкие родственники. Но мы также присоединяемся к этим замечательным поздравлениям. Напоминаем, что сегодня мы ждем на наш WhatsApp номер ваши красивые цветы на подоконнике, во дворе, да, по дороге на работу. По дороге на работу. Ну а подстриженные газоны и чистые тротуары – это, конечно же, очень хорошо. А в Ленске специальная бригада занимается облагораживанием дворовых территорий. Наш корреспондент Анна Кожевникова присоединилась к этим бригадам, взяла электрокосу. И давайте посмотрим в нашем следующем сюжете. Если на сельских угодьях сенокос только вот-вот начался, то в городе он идет полным ходом. Городская мэрия организовала работу трудовых бригад с наступлением тепла. Они убирают территории общего пользования и производят подстрижку газонов. Это только со стороны кажется, что управлять мотокосой просто. На самом деле, чтобы качественно подстричь газон, необходимо обладать определенными навыками. Если женским плечам удержать современную косу довольно-таки тяжело, то мужчины справляются с этой задачей успешно. За день они проходят несколько дворов, оставляя за собой ровно подстриженные газоны и запах свежескошенной травы. Впереди у трудовой бригады еще много работы. Я объем не знаю, не считал, но предстоит очень много, травы много в городе. С мая месяца очищаем улицы от города, от мусора. Очищаем, а жители все загрязняют. Нам глава города Ленска поставил задачу, так как управляющие компании не справляются, и мы выполняем эту функцию. От ленчан труд газонокосильщиков не ускользнул. И многие считают, что горожанам бы тоже не мешало следить за порядком, хотя бы у себя во дворе. Ну и, конечно, вносят свои предложения. Чисто не там, где всегда убирают, а где поддерживают и не гадят. Поменьше мусорить и нести ответственность хотя бы за каждый свой подъезд, за какую-то придомовую территорию. И как насчет того, чтобы деревья, например, срубить сухие? Это же вообще опасно. Траву еще можно подождать, а деревья это вообще опасно. Дети бегают. Трудовая бригада работает 6 дней в неделю, чтобы ленчане могли передвигаться по чистым тротуарам вдоль подстриженных газонов, наслаждаясь красотой города, который расстраивается и приобретает современный облик. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Очень приятно, друзья, что вы действительно с удовольствием участвуете в наших интерактивах. Такие красивые балконы, такие красивые виды. Прям действительно сердце радуется и глаза тоже. Вы это видите каждый день, а мы это показываем, транслируем на всю республику. Прямо сейчас вы можете видеть чей-то балкон. Очень красиво. Вот эти петуньи, по-моему, это самый такой у нас летний цветок. И видно, что люди прям... Комната, которая используется только, можно сказать, 3 месяца в году, они прям следят за ней, они прям ухаживают, они делают все очень красиво. Так. И тут у нас целая подборка. Да, 4 фотографии целых, поэтому мы ее в свою группу перекинули. Одна из этих фотографий, я так понимаю, Вижу она телебашню. где-то рядышком, да, с нами. Смотри, как красота. Боярышник. Это на улице. Посмотрите, как красиво сняли. Вот как будто вы настоящий фотограф. Прям красная смородина. А это улица Дзержинского. Так, и сейчас еще одно фото. Гладиолусы во дворе Устиновых. Вот так вот подписано. Смотрите, какой красивый цветок. Очень красиво. Ленчане создают условия для хорошего отдыха. Вы украшаете свои балконы, а в Сочи ходили слоны. Да Представляешь? Да. Азиатских цирковых слонов привезли в субтропики и вывели в лес рядом с селом Ахтыш на окраине Сочи, чтобы они могли отдохнуть перед новыми выступлениями. Две слонихи, 29-летняя Претти и ее 13-летняя приемная дочь Марго из Китая, неподалеку от горного села наслаждаются водными процедурами. К ним на лужайку в лесу впервые пригласили посетителей, которые кормили животных фруктами и овощами. Я на самом деле первый раз видел в своей жизни слонов. То есть для меня это не то чтобы уникальность, это поистине детские эмоции, когда ты видишь, ты взрослый уже достаточно человек, видишь вот это необычное животное, которое тебя заставляет испытывать просто максимум таких положительных эмоций.
Животных на юг привезли дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов и его жена Екатерина. Династия Корниловых работает со слонами уже 130 лет. Сейчас они гастролируют шоу «Девочка и слон», которое поставлено по мотивам рассказа Александра Куприна «Слон». У наших слонов всегда есть отпуск. То есть, когда мы работаем в каком-то городе, мы обязательно их вывозим на природу летом. Это стабильно происходит с понедельника по четверг. Наши слоны находятся на природе, гуляют в свободном доступе. Где-то в пятницу, получается, мы их купаем, моем, репетируем. Суббота-воскресенье они у нас работают. Сейчас у слонов отпуск, и мы решили привезти их в субтропики. Это, конечно, Сочи. В Сочи пара не только ради отдыха. Они надеются закрепиться в регионе и открыть парк слонов. По задумке энтузиастов, для животных можно создать огороженную территорию для свободного передвижения без цепей и клеток. В свою очередь, посетители парка могли бы наблюдать за гигантами в природе и кормить их под присмотром специалистов. У нас уже есть разработанная концепция именно проекта, такого мощного большого проекта, как эко-кластер, который будет вмещать как доминирующее, естественно, и самое основное событие – это парк слонов, а вокруг уже самого парка можно развивать инфраструктуру, можно создавать эко-отель, эко-поселения, которые будут производить экологические продукты, которыми будут питаться как слоны, животные, так и люди, постояльцы, которые приезжают отдыхать. Пара надеется, что в таком парке слоны могли бы давать потомство. По их словам, задумка может стать первым в России проектом такого рода. Всегда приятно дарить и создавать приятное настроение прямо с самого утра. У нас есть еще один именинник сегодня. Дорогую нашу Машу поздравляем с днем рождения. Желаем здоровья, счастья. Пусть все твои мечты исполняются. Оставайся всегда такой же доброй и веселой. Мы также присоединяемся к поздравлениям. И я думаю, что следующая подборка наших фотографий прекрасные цветы. Я вот даже не знаю, это какой район? Это город Якутск, ЖК «Прометей». Так, следующая фотография. Это, по-моему, там же. И прекрасные ромашки. И ромашки. Самые летние цветы. Слушайте, сегодня очень цветочный, замечательный эфир. Мы вас благодарим за ваше активное участие. Ну а далее самые актуальные и свежие новости к этому часу. Доброе утро, Якутия. Продолжаем блоком новостей. 9 российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на полеты на курорты Египта. По данным ведомства, рейсы на курорты Египта будут производиться из 39 российских городов. В Хургаду и Шарм-эль-Шейх допуск запросили Аэрофлот, Победа, Россия, Сибирь, Смарт Авиа, Азур Аэр, Уральские авиалинии, Северный ветер, Royal Flight. Помимо этого, Аэрофлот запросил допуск к полетам в Марса-Алам. Рейсы будут производиться из 39 российских городов, в частности из Москвы, Екатеринбурга и Казани. Кабмин России выделил 2 миллиарда 800 миллионов рублей на вознаграждение кураторам групп в колледжах и техникумах. Размер вознаграждения за кураторство составит 5000 рублей. Педагоги начнут получать надбавку уже с 1 сентября. Надбавка поддержит педагогов колледжей и техникумов, принявших на себя дополнительную нагрузку, отмечается в сообщении. Тем временем прием документов на бюджетные места в вузы Якутии завершится сегодня. По информации АГАТУ, приемная комиссия принимает документы по 5 направлениям. В данное время в структуре вуза имеется 8 учебных подразделений. А приемная кампания Северо-Восточного федерального университета началась 20 июня. Всего в этом году СВФУ готов принять на бюджетной основе более 4000 студентов-первокурсников. Отбор в АГИКИ проходит по 5 направлениям. Оперштаб напомнил о необходимости сдачи анализов на ковид при поездках по республике. Случаи заболевания коронавирусом в районах связаны с завозами из Якутска и других регионов России. Напоминаем, в случае выхода на работу после отпуска, при переезде из другого района Якутии, региона России или при возвращении из отпуска в обязательном порядке нужно сдать анализ ПЦР, сказала замруководителя оперативного штаба Ольга Балабкина. А пункты вакцинации от ковид появились на картах Google и Яндекс Якутии. Таким образом, якутяне могут найти ближайшие пункты вакцинации в Google картах и Яндекс картах.
Также запущен Telegram-бот, который подскажет о действующих акциях. Теперь всю необходимую информацию от адреса и часов работы до телефона горячей линии можно найти на одном из двух сервисов. Для этого необходимо ввести ключевые запросы: вакцинация, где сделать прививку, вакцинация рядом или пункты вакцинации. К этому часу у меня все. Удачного дня! В эти дни весь мир прикован к экранам своих телефонов, телевизоров. Все наблюдают за Олимпиадой, которая проходит в Токио. И хотя в этом году она проходит в новом формате без зрителей, многие могут наблюдать ее онлайн. Для наших якутян это особо важное событие, потому что сразу 3 якутянки – Анастасия Диадорова, Степанида Артахинова и Алена Дмитриева – вошли в окончательный состав сборной России для участия в Паралимпийских играх, которые также состоятся в Токио в период с 24 августа по 5 сентября. Об Олимпиаде, о Паралимпийских играх, о развитии адаптивных видов спорта мы сегодня поговорим с генеральным директором Федерации по адаптивным видам спорта Республики Саха-Якутия Василием Аленовым. Доброе утро. Доброе утро. Василий Андреевич, доброе утро. Скажите, вы следите за Олимпиадой, я думаю, и за какими видами спорта больше всего? Ну, так как я сам еще являюсь тренером по легкой атлетике, ждем очень сильно легкую атлетику, выступления наших российских атлетов. И вчера были буквально финалы баскетбол 3×3. Наши спортсмены завоевали серебряные медали, также и гимнастику. Ну, в общем, все виды, не пропуская, наблюдаем. Скажите, то, что в Паралимпиаде, которые последуют за Олимпиадой, будут участвовать сразу 3 якутянки, о чем, на ваш взгляд, свидетельствует? Насколько этот успех значим для Якутии? Несомненно, это очень большой успех. Мы все очень гордимся нашими спортсменами. От имени Российской Федерации, да, 3 спортсмена представят нашу республику. И также, к большому сожалению, не примет участие Владимир Балнец, действующий чемпион мира. Причиной тому стало неучастие российских пауэрлифтеров с 2017 по 2019 год в международных рейтинговых турнирах. В это время Паралимпийский комитет Российской Федерации был исключен из Международного паралимпийского комитета. Поэтому наши спортсмены не приняли участие в этих стартах по их же санкциям, и теперь они не могут принять участие. Ну, вообще, сама пандемия еще внесла свои коррективы. Конечно. Как тренировались спортсмены? Было ли у них достаточно времени для того, чтобы именно подготовиться к Олимпийским и Паралимпийским играм? Ну, сказалось очень сильно со стороны именно подготовки, потому что первые дни пандемии очень много ограничений было. Спортсмены реально сидели дома, тренировались в домашних условиях. Все это, конечно, дает свои огласы, да, как бы, и, возможно, сейчас уже скажется на результатах спортсменов. Скажите, есть ли у нас в республике свои Паралимпийские игры в Якутии? У нас в Якутии сейчас на данный момент есть самое большое спортивное событие – Игры народов Республики Саха-Якутия. Да? И в 2019 году паралимпийские виды – это у нас волейбол, сидя и легкая атлетика – были включены в программы спортивных игр народов. И за счет этого наши спортсмены с ограниченными возможностями здоровья были включены в команды муниципальных образований республики. Это дало, я считаю, очень большой толчок для развития адаптивных видов спорта. Уже адаптивные виды спорта стали адаптивными видами спорта стали интересоваться сами муниципальные образования улусы, да, наших районов. И наши спортсмены стали приносить пользу для своего улуса. Это очень важно, я считаю. Ну, наверняка те самые спортсменки, которые сейчас представляют не только нашу республику, но и всю страну, начинали-то они все равно с Якутии. И вот как у нас в селах, именно в отдаленных районах, условия для развития адаптивных видов спорта? Условия на сегодняшний момент у нас в нашей республике работает Республиканский центр адаптивной физической культуры и спорта. Там у нас культивируются такие виды спорта, вот как плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг, волейбол сидя. А также есть виды сурдолимпийской программы для людей с нарушением слуха. Вот. Адаптивный спорт у нас в республике развивается очень хорошо. И на перспективу у нас тоже очень много
на данный момент молодых перспективных спортсменов, которые могут показать хорошие результаты на следующих Паралимпийских играх. Что еще нужно в районах для развития как раз? В районах, ну, я считаю, нужно открытие отделений, да, нашего республиканского центра, чтобы в каждом улусе был адаптивный центр, где люди с инвалидностью могли бы заниматься спортом со специалистами, с тренерами, с подготовленными специально, и показывали свои результаты. А скажите, а вот какие ваши прогнозы по участию наших спортсменок в Паралимпиаде и каких успехов вы лично ждете? Да, ну, обо всех подробнее, наверное, пройдемся, да. Анастасия Диадорова у нас, несмотря на свой молодой возраст, это уже ветеран Паралимпийских игр, можно сказать. Для нее это будет, считая Рио, где тоже российская команда была исключена, для нее это уже 5-е Паралимпийские игры. Вообще по всему миру таких людей мало, кто соревнуется на самом высоком уровне, 5 олимпийских циклов. Да? И на первых Паралимпийских играх, когда Настя участвовала в Афинах 2004 года, ей было всего 14 лет. И по сей день она вот показывает высокий результат. Она сейчас в Токио будет принимать участие на 100 метров на спине и в 50 метрах стилем баттерфляй. Также в эстафете. Так, ну, Степанида Артахинова у нас международный лидер, чемпионка мира. И в этом году она выиграла очень множество рейтинговых международных турниров. Она у нас, для нее это 3-е Паралимпийские игры. В Лондоне в 2012 году она заняла 3-е место. В Паралимпийских играх в Рио не участвовали, да, но по своим очкам, которые она показала на альтернативных играх, она заняла 1-е место. И также Алена Дмитриева у нас в составе сборной команды России по волейболу сидя. Туда включены 12 спортсменок. Этот список составлялся из рейтинга игроков по коэффициенту полезного действия. И она у нас должна была принять участие в Рио-де-Жанейро. Уже была включена в состав команды, и на сегодняшний день она является тоже международным лидером. Ну что, мы, конечно же, будем болеть за наших спортсменок, смотреть будем всей республикой, всей страной, но до 24 августа надо будет еще подождать. Зато мы можем спланировать, что мы посмотрим в эти выходные. Итак, афиша. Из всех круизов по амазонским джунглям вы выбрали, безусловно, самый дешевый. По легенде, где-то в верховьях Амазонки есть дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. Его и планирует найти отважная Лили Хоутон. Сопровождать Лили в этом опасном путешествии будет ее утонченный брат Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В дебрях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи со сверхъестественным. Круиз по джунглям. У меня есть проблемы с самоконтролем. Красотка Линди обладает слишком взрывным характером. Не в состоянии самостоятельно контролировать свой гнев, она вынуждена носить на себе оригинальное приспособление – жилет из электродов, бьющих ее током за мгновение до срыва. Но когда кто-то убивает ее парня, Линди понимает, что только ей под силу раскрыть преступление. Теперь у нее есть веский повод пуститься во все тяжкие и наказать виновных в преступлении. Ты же не настолько дура. А знаешь, я именно настолько дура. Красотка на взводе. Теперь твоя очередь. Очень странно. Почему ты остался мышонком? Есть кольцо. Очередная фантазия мультипликаторов на тему истории Золушки. С помощью феи, Золушке и 3 мышкам удается выбраться с чердака, где они живут, и попасть в королевский дворец на бал. Там им открывается страшная тайна. Настоящий принц был превращен в мышь злой ведьмой, а тот, кто сейчас возглавляет королевство, самозванец. Золушка и ее верные друзья отправляются в опасное приключение, чтобы вернуть настоящему принцу самого себя и помочь победить силы зла. Золушка и заколдованный принц. Ты не можешь бросить это место!
возможное. Бен и Шарлотта собираются уехать из Англии, когда девушка узнает, что беременна. Неожиданно мать Бена оказывается категорически против их отъезда. Вскоре Бен погибает в результате странного несчастного случая, а убитую горем Шарлотту привозят в огромный фамильный особняк. Странная одержимость матери Бена ее еще не родившимся ребенком, пугающие видения, а главное невозможность покинуть этот дом — все это сводит Шарлотту с ума, заставляя подозревать страшное. Смерть слишком часто посещает эту семью. Родовое проклятие. Фотограф Шеннон невольно становится свидетелем. У нас не в сделки студии с стреляют, у нас тут наоборот хорошая обстановка. Нам отправляют фотографии, их все больше и больше и больше. Так что, друзья, внимание на экран. Фотография одна другой краше. Прямо сейчас вы можете видеть на своих экранах двор и такую милую кошку. С добрым утром нам пишут. Двор Новиковой Светланы Ивановны, Вилюйский улус, Чукунский наслед. Сейчас она в больнице, и мы желаем ей скорейшего выздоровления. Выздоравливай, мамочка. Так. Это также, видимо, у нее во дворе вот эти вот красивые цветы, петуньи. Даже Ленин у нее вот есть, на страже, прям следит за цветами. Так, сейчас, вот видите, такое большое количество фотографий, что наш компьютер даже не справляется. Так, ух ты, смотри. Вот это очень интересная такая инсталляция. Ленин в тенечке среди цветов. Слушай, действительно. Так, очень большое количество красивых цветов прямо под конец нашей программы, что очень-очень радует. Так, сейчас переключится. Ну, а мы желаем вам, дорогие друзья, чтобы ваш сегодняшний день был таким же красивым, таким же сочным, как все фотографии, которые сегодня вы нам присылали. Находите красоту вокруг себя, всегда удивляйтесь чему-то новому, наслаждайтесь той красотой, потому что лето у нас на самом деле очень-очень короткое. Но зато она такое яркое и красивое. Друзья, а завтра вы тоже можете подготовиться. Завтра мы будем ждать от вас фотографии ваших домашних питомцев. Фотографируйте своих хомячков, котиков, своих собачек. Может быть, у вас есть еще какие-то необычные домашние животные. Отправляйте все это по номеру телефона 8 914 273 44 88. И завтра мы обязательно посмотрим, кто же ваши те самые братья меньшие. Также подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки, узнавайте, какие последние события произошли, какие у нас эфиры состоятся. Друзья, в общем, будьте с нами на связи. Ну, а мы вам желаем хорошего настроения. Давайте настраиваться на вот эту вот предвыходную пору. Линию. Да, потому что совсем скоро, друзья, давайте с хорошим настроением проводить сегодняшний день. А мы с вами прощаемся, но только до завтра. До новых встреч.